Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... Турция предоставила Кыргызстану груз военно-технической помощи. В церемонии передачи вооружений и техники принял участие посол Турции в Кыргызстане. Вооруженные силы и МВД Турции направили в Бишкек груз военно-технической помощи, нацеленной на поддержку силовых структур братской страны. В рамках соглашения о военно-финансовом сотрудничестве вооруженные силы Турции передали кыргызской армии автобусы марки «Отокар» и комплектующие, комплекты противоударной защиты «Робокоп», нелетальное оружие и боеприпасы, стальные жилеты, телекоммуникационные и электрооптические материалы. В свою очередь МВД Турции предоставила в дар транспортные средства Land Rover, в том числе с брезентовым покрытием, запасные двигатели, зимнюю обувь и рюкзаки. Церемония передачи помощи состоялась в командовании Национальной гвардии с участием посла Турции в Кыргызстане Ахметом Сыдыком Даганом и первого заместителя министра обороны Кыргызстана полковником Таалайбеком Усубалиевым. Мероприятие началось с исполнения государственных гимнов двух стран. Выступая на церемонии, Усубалиев поблагодарил посла Турции за оказанную поддержку в сфере обороны и безопасности. За многолетний период кыргызско-турецкого сотрудничества налажены устойчивые механизмы взаимодействия, достигнуты весомые результаты в самых разных областях наших взаимоотношений. Особое место в системе отношений между нашими странами занимает военно-техническое сотрудничество, которое имеет большой потенциал для расширения и укрепления стабильности и мира в нашем регионе. Данная помощь является прямым доказательством высокого уровня сотрудничества между нашими странами и вооруженными силами. Кыргызстан и Турция являются дружественными странами, связанными историческими и культурными узами. За всю историю кыргызско-турецкого сотрудничества сформировались устойчивые механизмы взаимодействия, а также достигнуты весомые результаты в различных областях, сказал Усубалиев. Ümit ediyorum, emin ediyorum bizim ilişkilerimiz devamlı daha büyütecek ve gelişecek. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Kırgız Cumhuriyeti Bakan Yardımcısı Albay Taalaybek Usubaliyev, değerli komutanlar, sayın basın mensupları, Respublikasının Korgo Ministrinin birinci orunbasarı Polkovnik Taalaybek Usubaliyev, hurmatlı komandirler, kımbatlı basma söz öküldörü, Türkiye menen Kırgızistan'ın ortasındaki askerlik, tehnikalık, kızmattaştık, cana materyaldık tehnikalık yardım körsütüğü programısının alkagında Türkiye Respublikasının Korgo Ministerliği menen Türkiye Respublikası'nın İçki İşler Ministerliği tarafından verilen askerlik materyallardı tapşuru azemin ötkörüp çatabız. Türkiye'nin Kırgız Respublikası'nın kuraldığı güçlerin modernizasyonu cana kadır dayardığı körsötkön koldosu ulanıda. Dost cana bir tugan Kırgız eline en cakşı çın yürekten salamlarımı bildirem. Türkiye Respublikası'nın dışkı siyasetinin negizi Mustafa Kemal Atatürk aytkanday, yurtta tınçtık, düğünöde tınçtık. Kırgız Respublikası'nın kuraldığı güçlerin çında aymaktaki tınçtıktı, beypildikti, cana stabil düğünlüktü, ornutuğda salım koşut, dep ümit kılavuz. Bu koldobuz iyilikti, bolsun kalayım. Rahmat. Korgonuga jana atayın operasyonlarda жүргүзүүдө askerlerden Kırgız Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılayacak kadar yardım. Бул жакта биздин өз көргөзүп келген аскердик техникалык жардамдарыбыз көбүнчө бул Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрү кандай муктаждыктар бар болсо ошонун негизинде бул муктаждыктарга каршылай турган деңгээлде аткарылып келүүдө. Андан тышкары биздин бул билим берүү жагынан да колдообуз уланууда. Бул жактан аскер кызматкерлери Түркияда барып аскердик окуу жайларда окуп билим алышууда. Бул жагынан алганда биз бул жылы бунун квотасын 2 эсеге көбөйттүк. Азыр бул жактан аскер кызматкерлери барып, ал жактан Гүлхана медициналык мекемесинде жана Кара Харп окулуна аскердик окуу жайында билим ала алышат. Kırgız Silahlı Kuvvetleri'ne hayırlı olsun. Булардын баары Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнө ийгиликтүү ак жолтой болуусун каалайм. Kırgız eli
Sağlıklı, mutlu, huzurlu olsun. Кыргыз эли ден соолукта, бактылуу жана бейпил турмушта жашасын. Kırgızistan alga. Ходжалинский геноцид вошел в историю Азербайджана как одна из самых страшных и трагических страниц. В Бишкеке состоялось памятное мероприятие, посвященное 30-й годовщине Ходжалинского геноцида. Организовало мероприятие посольство Азербайджанской республики и общественное объединение азербайджанцев, проживающих в Кыргызской республике Азери. В мероприятии приняли участие депутаты Джугурку-Кенеша Кыргызской республики, политики, ученые, члены азербайджанской диаспоры, руководители разных диаспор, журналисты. Сначала минутой молчания участники почтили память жертв трагедии. После минуты молчания участникам мероприятия был показан короткометражный фильм о Ходжалинском геноциде. На открытии чрезвычайный полномочный посол Азербайджана в Кыргызстане отметил, что Ходжалинский геноцид – одно из самых трагических событий в истории человечества. Азербайджанцы всего мира с глубокой скорбью вспоминают эту страшную дату, говоря об исторических процессах, предшествующих оккупации азербайджанских земель. Посол сказал, что Ходжалинский геноцид стал вершиной коварной политики оккупанта. Подчеркнув, что в течение многих лет предпринимаются практические меры по информированию мировой общественности о Ходжалинском геноциде и разоблачению преступников, отметил, что в феврале 1994 года по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева Милли Маджлис Азербайджанской республики принято постановление о Дне Ходжалинского геноцида, а 26 февраля было объявлено Днем Ходжалинского геноцида. Принятые в мире международные конвенции и всемирные законы осуждают акты геноцида, подобные Ходжалинской трагедии, и заявляют о его недопустимости. Сделано много за это. Правда, это недостаточно, но мы своими силами это могли сделать. 17 государств, такие как Шотландия, Гондурас, Чехия, Словения, Пакистан и многие 17 государств признали Ходжалинский геноцид. Организация Исламской конференции, они приняли это как геноцид против азербайджанского народа. ОБСЕ приняла резолюцию. Приняла такую же резолюцию и Евросоюз. Но, понимаете, этого недостаточно. Мы должны еще много работать в этом направлении. Обратились тоже к кыргызским братьям, чтобы они посмотрели бы и приняли бы это как геноцид. Я уверен, что это тоже происходит. Азербайджанский народ вправе подать иск в Международный суд ООН против Армянской республики, руководствуясь Конвенцией предупреждения и наказания преступлений геноцида от 9 декабря 1948 года. Мир должен знать о том, что это преступление направлено не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества. Глава общественного объединения азербайджанцев, проживающих в Кыргызской республике, Азери Азиз Ага, рассказал о решимости, единстве и гуманизме азербайджанского народа. Он отметил, что азербайджанская армия, проявившая героизм во время Второй Карабахской войны, не оставила неотомщенной кровь мучеников, павших за территориальную целостность государства. Я сегодня с гордостью могу сказать, что Азербайджан освободил свои земли, что Азербайджан восстановил международное право, что Азербайджан своими силами исполнил 4 резолюции Совета Безопасности Генеральной Ассамблеи ООН. За счет чего? Я вам скажу, за счет своей дипломатии, за счет политических связей и за счет своих экономических возможностей. Депутат Джугурку-Кенеша, председатель комитета по социальной политике Динара Ашимова, сказала, что очень впечатлена короткометражным фильмом о трагедии. Она назвала этот геноцид бесчеловечным и отметила, что всегда поддерживает отношения между Азербайджаном и Кыргызстаном как дружественные и братские, и буду дальше продолжать это делать. Вместе с коллегами я постараюсь добиться признания Ходжалинского геноцида в нашей стране. Да помилует Господь шахидов, отметила депутат. Ректор Кыргызско-турецкого университета Манас, профессор Алпарслан Джейлан подчеркнул, что Турция и Азербайджан всегда разделяют общую радость и горе. Несомненно, эта трагедия нашла глубокий отклик в наших сердцах, ваших анатолийских братьев.
Вам известно, что недавно Алмазбек Истамбаев был назначен генеральным директором Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Алмазбек Истамбаев родился в 1971 году. В 1997 окончил Джалалабадский государственный университет по специальности инженер-техник. В 2005 году он окончил Кыргызскую национальную консерваторию имени Малдабасанова, вокально-хоровое академическое пение. С января 2000 по декабрь 2019 являлся солистом в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета. Исполнял вокальные партии в таких спектаклях, как «Горо» из оперы «Чио-Чио-Сан» Пуччини, «Монастатос» из оперы «Волшебная флейта» Моцарта, «Трике» из оперы Евгения Онегин Чайковского, «Талхек» из оперы «Кёр-Оглу» Гаджибекова, «Бориса» из оперы «Риголетто» Джузеппе Верди, «Ремендада» из оперы «Кармен» Бизе, «Орликина» из оперы «Паяцци» Леонкавалла. С сентября 2017 по июль 2020 года являлся директором в Кыргызском государственном академическом симфоническом оркестре имени Джумахматова. С января 2020 по настоящее время художественный руководитель Межгосударственного форума «Мир Евразии. 21 век». А с марта 2020 года по настоящее время является председателем Комитета по культуре и искусству Общероссийской общественной организации «Кыргызский конгресс». С апреля 2021 года по настоящее время руководитель международного проекта «Генезис. Сотворение мира. Симфоническая поэма в Кыргызстане». Организация участвует в проведении международного проекта в рамках мирового гастрольного турне. С ноября 2021 года, также по настоящее время, является координатором международного благотворительного проекта IT Classic A. Мы знаем, что вы недавно были назначены директором театра оперы и балета имени Малдыбаева. Вот сегодня хотели бы узнать, с чем вы пришли на эту должность? Внедрение, новшество, улучшение. Что вы скажете по этому поводу? Благодарю вас. Да, я действительно неделю назад, сегодня ровно неделю, как я назначен на должность директора, генерального директора театра оперы и балета. Ну, пришел на эту должность, конечно же, с новыми идеями, проектами. До этого я жил почти 3 года в Москве. Там тоже изучил маркетинг московских театров. В Санкт-Петербурге был, в Мариинском театре был. Имею много друзей за рубежом, в том числе и в Азербайджане. У меня очень много друзей. Их опыт меня всегда интересовал. И вот в нашем театре, я думаю, мы сейчас уже вот с 1 марта начнем уже вносить какие изменения. Именно мы сейчас переходим на ежедневную работу. Раньше театр оперы и балет работал только по выходным. В субботу опера, в воскресенье балет. Сейчас вот мы со вторника начинаем уже давать концерты камерные, классические, в Малахитовом зале театра оперы и балета, чтобы наш бишкекский зритель, наши зарубежные гости уже потихоньку привыкали к новому формату работы нашего театра. А скажите, пожалуйста, что переживает сегодня театр оперы и балета имени Малдыбаева? С какими проблемами сталкивались сегодня? В театре проблем очень много. Ну, если сравнивать с тем, что было раньше, естественно, раньше мы единственный оперный театр, где больше всего званий народных артистов СССР наши солисты имели. Солисты и артисты балета, да, солисты балета. А сегодня? Сейчас в нашем театре не хватает гастрольных туров нашему театру. А в чем проблема? Ну, проблема финансирования. Финансы да, или невостребованные? Нет, почему? Они очень востребованы. Я в Москве, будучи в Москве, я постоянно связывался со своими коллегами, я говорил им: ребята, вы не хуже московских артистов. Да, в самом деле. Балет не хуже российских артистов, да, поэтому наш балет, он сейчас действительно блистает на российских сценах, на зарубежных сценах. А вот именно оперные певцы, это частично, да,
Это наша звезда Джениш Исманов, он сейчас в Италии блистает и по всей Европе. Наша звезда Джамиля Раймбекова, она в Германии, именно из оперных звезд. Потом наши ребята сейчас работают во Владивостоке, в Мариинском театре. И я, вот, будучи директором Большого симфонического оркестра имени Асанхана Джумахматова, я там проработал около 3 лет. Там у меня были проекты именно с выездом в Турцию, именно в Анталию. Там у меня был проект с Эмиратами. Проект был с Москвой. Естественно, из-за пандемии это все остановилось. Сейчас уже все эти мы проекты уже сейчас вернем именно и осуществим именно с труппой оперного театра. Давайте вернемся к вашему творческому пути. Как оно? Как вы пришли к театру? Как вы, с чего начали? И ваша деятельность? Я в оперный театр пришел в 2000 году. Это почти 20 лет. Будучи студентом консерватории, меня приняли в хор, артистом хора сначала. Потом оттуда уже начал расти, стал солистом, ведущим солистом. И в 2016 году я уже начал осуществлять свои проекты с мировыми оперными звездами. И после этого меня пригласили стать директором симфонического оркестра имени Асанхана Джумахматова. В 2019 я уехал в Москву, там из-за пандемии застрял, так и остался. Там мне предложили должность председателя комитета по культуре и искусству в Доме народов России. Там у меня свой офис. И вот я там, находясь, постоянно думал о театре, как его развить. Потому что московские, российские, питерские театры, взять тут же Азербайджан, как он сейчас. Азербайджанский балет уже ставится на сцене Мариинского театра. Это очень большой прогресс для Азербайджана. Тем более президент Азербайджана Ильхам Алиев огромное внимание уделяет именно классическому искусству. Это очень радует. Поэтому и я постоянно сравнивал и наш кыргызский балет, нашу кыргызскую оперу, наших солистов. Наши не хуже. И сейчас вот я перед назначением, у меня была аудиенция с вице-премьер-министром Эдилжон Абдуллаевичем Байсаловым. Ему представил наш министр культуры Азамат Хапарович Яманхулов. И он поставил задачу, надо возродить все былое. Такой ребрендинг не только театра, но и всего состава, потому что наш президент Садыр Нуркулович Джапаров, во время его правления будет уделено огромное влияние именно театру оперы балета, именно классическому искусству. А скажите, в каких ролях выступали вы? Я исполнял самые характерные, они считаются самыми наисложнейшими ролями. Мои такие фирменные роли — это партия Гора из оперы Чо-Чо-Сан, партия Борс из оперы Риголетто, из волшебной флейты Римендадо, из паяца Арликино, из Кармен Римендадо, из волшебной флейты я Монастата сыграл. Из азербайджанских опер тоже очень хорошая опера, это Аршамаллан. Я там, у нас там дуэт Элли тоже прекрасно, я его исполнял. Кстати, по-моему, к столетию или к юбилею Зири Гайджибекова мы как раз исполняли. За дирижерским пультом был маэстро Аюб Кулиев. Тогда с Азербайджана у нас была делегация, Афа Кабасова была. Вот я хотела спросить, у вас очень много воспоминаний про Азербайджана и про азербайджанцев. Да, кого вы знаете? Назовите, которые вы дружите. Я обожаю. В Баку я был 2 раза. Первый раз, значит, у нас был проект Кёровлы у Зири Гаджибекова, это Тюрксой организовывал. У нас был тур Кыргызстан, Казахстан, Азербайджан, Турция.
Я там исполнял партию Талхека, тоже наисложнейшая такая классная партия. Ее исполнял я и один турецкий солист, да. А так у меня и в Турции очень много друзей. В Анталии я познакомился с Назимом Алиевым, с Али Алиевым. Это прекрасные музыканты Анталийского симфонического оркестра, театра оперы и балета. Да, ее экс-генеральный директор Сербиаль Кезилатис, мы тоже с ней прекрасно подружились, до сих пор переписываемся. Подружил нас народный артист Азербайджана Ялчин Адезалов, маэстро. Потом он уже второй раз меня в Баку пригласил уже на фестиваль Узейра Гаджибекова. Мы там выступали в Доме музыки в Баку. Прекрасный был прием. Изменился Баку как город? Вообще. Он действительно стал таким европейским мировым городом. Очень приятно. Очень приятно было. А люди как вам? Кухня? Ну, про кухню можно не говорить. Кухня она у вас очень шикарная. Что вам запомнилось конечно, больше всего? люди очень добрые, хорошие. Там я тоже познакомился со многими друзьями. И я здесь со своими проектами как-то вот изначально был связан с Азербайджаном, потому что я обожаю творчество Муслима Магомаева. И в концертах я добавлял композиции не только вот Муслима Магомаева, но и Рашида Бейбутова, Полат Бельбулаглы, и их песни я пел.
Из современных, значит, я пел песню «Она». Музыку, которую написала как раз сестра Ильхама Алиева. Севиль Алиева, да. Прекраснейшая песня. Вспомните. Хоть часто. Азиз анам ширин сузли анам. Говорят, музыка, искусство, спорт, культура – это не знает границ. И еще в одно и то же время и объединяет. Так ли это? Конечно. Каким образом? Музыка без границ. Музыку можно слушать, она же без текста идет, например, да. Поэтому она понятна любому зрителю в мире. Хоть на каком языке, да, ну понятно. Поэтому она говорится, музыка без границ, ее не надо переводить. А что касается, например, каких-то народных или фольклорных песен, или тех же национальных арий, естественно, там надо уже текст переводить, но все равно, когда звучит музыка, она не нуждается в переводе, музыка понятна. И в Киргизии, и в Азербайджане, музыка, и в России, да, музыка, она есть музыка. Театр опера балет намечены цели работать, взаимосотрудничать с другими странами. Конечно, я в конце февраля нашего министра известил, хочу вылететь в Москву в командировку, заключить меморандум о сотрудничестве с Московским академическим театром Станиславского имени Немировича Данченко. Там мои друзья, художественный руководитель, мой хороший, можно сказать, наставник Александр Борисович Титель, он главный режиссер, художественный руководитель. Также я поеду в Геликон опера, там также Дмитрий Александрович Бертман. Мне посчастливилось с ним познакомиться, с ним подписывать будем меморандумы. Естественно, я хочу выйти на маэстро Аюба Кулиева, он же художественный руководитель сейчас Азербайджанского театра оперы и балета. Там тоже у меня друзья, Афак Абасова, потом народный артист, дай мне память вспомнить опять. Что с этой работы не стало, да. Так, потом там. Ну, совместные проекты есть, да? Конечно, это обязательно. Это в этом году намечается? В этом году у нас юбилейный год театра оперы и балета, поэтому у нас программа пока максимум выездный гастрольный тур пока по республике, потому что театр никогда не уезжал еще. Министерство культуры нам уже это все пообещало. Мы сделаем на юбилейные дни большой гала-концерт, обязательно пригласим наших друзей, кого мы знаем, обязательно из Баку. С Тюрксоем как вы, в каких отношениях? С Тюрксоем тоже прекрасных отношений. Выступаем на всех фестивалях Тюрксоя, нашего оперного театра, солист оперного театра. Я сам выступал, вот на Кипре, в Турции, в Стамбуле по линии Тюрксоя. По линии Тюрксоя мы очень хорошо, плотно сотрудничаем, тем более вот предыдущий директор Керим Исалевич Тураков, он был тоже удостоен медали, по-моему, Тюрксоя. Тусим Карабекович сам вручал ему. Сотрудничество хорошее у нас. А с Турцией? С Турцией, я же говорю, у меня там друзья тоже много, особенно в Анталии. Собираемся выехать в Анталию, в Анталии дать концерт. Это опять сейчас мы будем смотреть, каким составом, или камерным составом, или полный оркестр повезем, потому что там тоже наши друзья до пандемии делали огромные планы, но вот пандемия это все порушила. Сейчас будем возобновлять все эти контакты.
e non te corabie se non destruye sulla guarda. Yammon, koppa yammaya, yammon, koppa yammaya, punikuli, punikulya, koppa yammaya, punikulya. Yammon, koppa yammaya, yammon, koppa yammaya, punikulya. Чем вы радуете в эти зимние дни наших зрителей? Ну вот сейчас на сцене, если вы слышали, идет генеральный прогон оперы «Паяцца». Вот зрителей ждем в субботу на оперу «Паяцца». В воскресенье будет балет. У нас традиционно суббота опера, в воскресенье балет, Шопеняна, Байдерка. Сейчас пока вот эти 2 дня только в неделю заняты. Вот с 1 марта мы уже начнем полноценно уже в Малахитовом зале наши молодые солисты, наши камерные составы, они все будут давать концерты. Впереди очень много планов, акцент большой будет сделать уже на более легкие жанры, мюзиклы, оперетты. И концертная деятельность также будет составной частью нашего театра. Ну, я большой акцент делаю на молодежь, потому что молодежь все-таки у них будущее. А тяга есть молодежь к этому? Конечно, у нас тяга. Консерватория дает хороших студентов. Консерватория, она кузница всех наших кадров в оперном театре. Но, несмотря на это, мы хотим еще при оперном театре открыть хореографическую студию. Я уже разговаривал с главным бальетмейстером. Затем вокальную студию открыть хотим при оперном театре. И в дальнейшем с симфоническим оркестром мы тоже будем разговаривать, чтобы открыть курсы, например, те же скрипки, игры на скрипке, на виолончели. Ну, работаем в этом направлении. «Мост дружбы» наша программа называется. Это мы, как и вы, тоже такую же миссию выполняем. Создаем мосты дружбы между разных наций, между странами, да? Мосты очень нужны. Тем более мосты дружбы, потому что в наше непростое время везде сейчас хаос, да, можно сказать. Потому что непонятно, что творится. И вот эти мосты дружбы, они очень нужны, тем более мы тюркоязычные страны, мы братские страны. А вклад вот самих азербайджанцев в становление нашей страны тоже огромен. Поэтому Кыргызстан и Азербайджан, мы навечно друзья, как пишут президенты в своих декларациях, документах. И я думаю, эти мосты дружбы, они сейчас очень важны. Без поддержки друзей, без поддержки соседей сейчас выжить очень трудно в какой-то отдельной стране. Тем более у Азербайджана сейчас очень такой мировой опыт, мировой авторитет. Я уважаю политику президента и прошлого Гейдара Алиева, и сейчас вот Ильхама Алиева, потому что я был вот на Нахичеване, на родине Гейдара Алиева, видел его музей, вообще легендарная личность была. Сердце, как и друга, море встречает. Сердце, как вестник, летит из груди.
Спустим вечность лицом вызовы, море навстречу в детские сказки. На синих ладонях несет корабли.